В Москве по инициативе российской стороны состоялось экстренное заседание ОДКБ. Постоянный совет, во главе которого стоит представитель Таджикистана Бадриддин Мирзоев, рассмотрел ситуацию вокруг сбитого Турцией российского самолета Су-24. Военный блок пришел к выводу, что данный инцидент расценивается как грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями. Генштаб России представил свою версию произошедшего. Военным союзникам продемонстрировали фото и видеодоказательства об атаке Турции российского бомбардировщика над территорией Сирии. На схемах было показано, что Су-24, по которому был произведен пуск ракеты, не вторгался в воздушное пространство Турции. Он находился на расстоянии километра от турецкой границы и упал в 4 километрах от нее. Турецкий же бомбардировщик после пуска ракеты ушел вглубь территории Турции, при этом кратковременно нарушив границу с Сирией. Российские летчики катапультировались, один из членов экипажа погиб после катапультирования от огня с земли, а второй спасен и находится в безопасности. ОДКБ согласилась, что данный инцидент – прямое нарушение меморандума об обеспечении безопасности полетов в Сирии, заключенного с США и распространяющегося на все страны НАТО, включая Турцию. Союзники также постановили считать, что эта атака – грубейшее нарушение норм международного права с самыми тяжелыми последствиями. Между тем, пока позицию по Сирии высказал только один военный союзник России – Казахстан. И надо сказать, что заявление казахстанского МИДа очень осторожное. Турция – немаловажный экономический партнер и Душанбе, и Бишкека. Строительство, легкая промышленность, образование – сферы, в которых турецкая сторона хорошо представлена в этих республиках. Известно, что семья Алмазбека Атамбаева живет в Турции. Он сам там долго находился и часто посещает Турцию во время отпуска. Даже приезжал на свадьбу сына Эрдогана. Так пойдут ли на Дамаск киргизско-таджикские батальоны исполнять антитеррористические обязательства? Как отразятся взаимоотношения России и Турции на отношениях Стамбула и центральноазиатских стран? Вынудят ли Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан заплатить союзнический долг, присоединиться к экономическому наказанию Анкары? Экспертное мнение директора аналитического центра международных исследований МГИМО Андрея Казанцева. На данном этапе пока идет только такая дипломатическая пикировка и пикировка в СМИ. Это на турецком бизнесе, вообще на партнерстве центральноазиатских стран с Турцией никак не скажется. Потому что все центральноазиатские страны, несмотря на то, что они сотрудничают с Россией, они проводят многовекторные внешние политики. И точно так же, как на их отношениях с Западом не так уж сильно сказалось, ну, например, на отношениях Запада с Казахстаном не так уж сильно сказался кризис на Украине, точно так же и кризис в российско-турецких отношениях, он напрямую, например, на том же Казахстане не скажется. Другое дело, что вот неизвестно, до чего это дойдет. Слава богу, пока позиции и Москвы, и Анкары, они, в общем, достаточно умеренные. Обе страны четко сказали, что они ни в коем случае не хотят провоцировать войну, ни в коем случае не хотят доводить дело до открытого конфликта. То есть будет, ну, какое-то замораживание отношений, будут некие санкции с российской стороны уже точно. И это, конечно, приведет к усилению таких геополитических рисков для инвестиций. А это, в свою очередь, конечно, будет сказываться на активности и турецкого бизнеса, да и не только турецкого бизнеса, в принципе, на всем постсоветском пространстве. Просто в силу возрастания геополитических рисков. Обострение отношений между Россией и Турцией, оно плохо для инвестиций. Но вот такого уж прямого катастрофического воздействия именно на позиции турецкого бизнеса в Центральной Азии, я не думаю, что оно будет сейчас иметь. Между тем, в Москве уже звучат настоятельные призывы к союзникам соблюдать интересы внешней политики России. Так, если США способны диктовать свою волю НАТО, то почему этого не может делать Кремль партнером по ОДКБ? А для чего существует ОДКБ вообще-то? ОДКБ – это коллективные силы, да, которые должны, в общем-то, приходить на помощь друг другу. Мы не увидели этой помощи ни в войне, когда Грузия напала на Южную Осетию. Мы как-то не особо почувствовали в украинских событиях, чтобы они как-то там что-то, да, теперь там. Вот смотрите, американцы как-то умеют привлечь ко всем своим компаниям всех кого угодно, даже в том числе некоторых членов ОДКБ в Афганистане и в Ираке. Почему же они сейчас не делают? Пусть это будет символический госпиталь, символическая какая-нибудь там небольшая часть. Полевая белорусская кухня. Да. А почему? Белорусы могут пару-тройку самолетов дать, у них авиация. Белорусы Катару оружие продают для сирийской коалиции. Достаточно неплохая. Но этого нету, мы этого не видим, потому что мы опять в этом плане пропустили все, потому что среди наших союзников есть
есть новая форма политической проституции. Называется многовекторная политика.